Советский период наложил сильнейший отпечаток на менталитет и культурную идентичность гагаузов. В период с 1945 по 1991 годы гагаузы подверглись интенсивному процессу русификации и советизации, в результате чего они стали игнорировать собственный язык и культуру. Процесс ассимиляции гагаузов, как и молдаван, так и других народов МССР, проходил через партийную структуру, школы, радио и другими методами. Привет, друзья! Это новый выпуск Nocta Life History, который мы делаем совместно с доктором истории Штефаном Бежаном. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как зарождалась современная этнокультурная идентичность гагаузского народа, как гагаузы стали одним из самых лояльных к советской власти народов, игнорируя даже собственную потребность в культурном самоутверждении. Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование самосознания любого народа, является его этническая и языковая история. Историческое сознание народа также порождается стремлением к формированию национальной идентичности, что очень часто достигается за счет сравнения с другими народами, другими нациями, с которыми он жил на протяжении всей истории. Поскольку эпоха нового времени, как чувствительный период для рождения нации, была пропущена гагаузами, так и миссия создания гагаузского этнокультурного проекта оказалась весьма сложной. Прежде всего, этот проект должен был иметь в своей основе образ прошлого. Этот образ прошлого стал для гагаузов целостным, фактически связанным с великими событиями русского народа в период его политического, территориального и культурного подъема. Гагаузы, которые были практически неизвестным и малозначимым в истории народом до середины XIX века, столкнувшись с переломным моментом в своей истории в конце XVIII – начале XIX века, оказались в Бессарабии под властью Российской империи. Именно здесь, благодаря исследованиям Машкова, гагаузы впервые получили этническое значение и были выведены из тьмы, в которую они были погружены на протяжении столетий. Именно Россия дала гагаузам новую родину, где они пользовались многими привилегиями. В конце 20 века уже сформировалась достаточно значимая гагаузская элита, которая испытывала большую потребность в знании и понимании собственной истории и активно пыталась найти опору в прошлом, чтобы определить настоящее и тем самым сформировать свое будущее. Начало процесса зарождения гагаузской этнокультурной идентичности можно хронологически засвидетельствовать сразу после окончания Второй мировой войны. Летом 1946 года, когда начала работать группа специалистов для изучения проблем болгар и гагаузов. Это исследование началось по приказу Коммунистической партии Молдавии. По итогам исследования авторы выпустили меморандум о состоянии и мерах по улучшению массово-политической и культурно-просветительской работы среди гагаузов и болгар в СССР, в котором рекомендовали организовать культурно-просветительскую работу среди гагаузов. Мероприятия должны были проводиться на русском языке и дублироваться на гагаузский. Стремясь к формированию гагаузского литературного языка, они предложили создать в Академии наук СССР отдел гагаузоведения. Специалисты также рекомендовали обязать Комитет по культурно-просветительским учреждениям при Совете министров СССР собирать и записывать сведения из гагаузского фольклора, а лучшие образцы народного творчества публиковать в газетах и брошюрах. В регионах, где гагаузское население составляло большинство, было предложено ввести радиопередачи на гагаузском языке, а также организовать подготовку работников клубов и домов культуры в гагаузских и болгарских селах с целью более эффективного политического воспитания. Наконец, после создания гагаузского литературного языка в областной уездной газете должны были публиковаться тексты и стихи на гагаузском языке. В результате этих обращений была создана комиссия по изучению этнографии, фольклора, истории и языка гагаузов. Членами этой комиссии были назначены Николай Дмитриев, член-корреспондент Академии наук СССР, Ион Мещерюк, доктор и профессор филологического факультета МГУ, и только один гагауз Василий Арабаджи. Спустя 2 года вопрос о создании гагаузского алфавита и необходимости развития гагаузской культуры дошел до самых видных представителей Советского Союза. Летом 1948 года 3 студента Московского института востоковедения, побывав
с ознакомительной поездкой в гагаузских селах на юге МССР направили письмо лично Иосифу Сталину, в котором просили советского лидера оказать содействие в культурном возрождении этого небольшого народа, в развитии собственной письменности и преодолении векового отставания в социальной и культурной жизни. Коммунистические власти проявили всю свою открытость, и в последующие годы русский алфавит был адаптирован к гагаузскому языку. Были составлены учебники по морфологии и синтаксису гагаузского языка. Для преподавания гагаузского языка в школах школьные учебники были переведены с русского языка, а в педагогическом институте Кишинева были организованы курсы по подготовке учителей, которые должны были преподавать на гагаузском языке. Даже если на первый взгляд кажется, что советские власти стремились к культурному возрождению гагаузов, на самом деле главной целью было денационализировать гагаузский народ, заставить его полностью идентифицировать себя с ценностями и культурными нормами советской культуры. Поскольку гагаузское население было в основном неграмотным, и за исключением Михаила Чекера не было ярко выраженной интеллектуальной элиты, вся научная деятельность возлагалась на исследователей других национальностей, которые не обязательно были специалистами, но, напротив, лояльно относились к советской доктрине. Коммунистическая власть понимала, что этот процесс создания советского человека, сторонника коммунистической утопии, не может быть результатом непрерывной политики террора. Поэтому советская власть проводила эффективную политику формирования идентичности, основанную на натурализации и автохтонности, которая оказала решающее влияние на языковую и культурную политику, а также на политику формирования элит. Эта политика была направлена прежде всего на поддержку и продвижение среди народов Советского Союза родного языка, собственной культуры, тесно связанной с русским языком как средство социального подъема и доступа к местной и национальной элите, чтобы те, кто пошел по этому пути, стали эффективным фактором пропаганды и закрепления в своей этнической группе официальной политики коммунистической партии и решений советского государственного аппарата на республиканском и центральном уровнях. Большевики предложили официальное решение национального вопроса. Сам Сталин, читая лекцию в Свердловском университете в начале апреля 1924 года, поставил 9 основных вопросов, стоящих перед коммунистическим обществом. Сталин рассматривал национальный вопрос как важнейший для будущего национально-идентичного строительства коммунистической идеологии. В своей работе «Марксизм и национальный вопрос» советский диктатор писал: «Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком, и недовольство пройдет само собой». Ленин считал, что введение родных языков как средство общения в администрации и в школе способствовало эффективному распространению ценностей советской идеологии среди нерусских национальностей, а в то время как элита этого народа, сближаясь с образом жизни и традициями местного населения, должна была способствовать утверждению советской культуры как исконной, а не чуждой имперской. Реализация проекта об организации культурно-просветительской работы среди гагаузов затянулась почти на десятилетия, и план долгие годы лежал на полках коммунистического правительства МССР. В конечном счете, практическая реализация плана произошла лишь в июле 1957 года, когда Совет министров МССР принял постановление о мерах по улучшению образования детей гагаузской национальности, которое предусматривало организацию школ с обучением на родном языке, изучение родного языка как основного учебного предмета, подготовку учителей для преподавания языка в школах населенных пунктов с преобладающим гагаузским населением, а также многочисленные проекты по исследованию истории, языка и культуры гагаузов. В указе прямо оговаривалось, что вся эта деятельность, направленная на возрождение гагаузского языка, должна осуществляться на основе кириллицы. В это же время вышел первый номер газеты на гагаузском языке, которая фактически являлась приложением к республиканской газете «Советская Молдавия». С 1 сентября 1958 года гагаузский язык был введен
в качестве языка обучения в 38 школах Вулканежского, Камрадского, Чедрлунского и Тараклийского районов, а в 1959 году был выпущен фольклорно-литературный сборник «Буджактан Сейслярь» «Голоса Буджака», который стал основой современной гагаузской литературы. Социально-культурные события конца 50-х годов прошлого столетия имели большое значение в контексте последующих событий, поскольку именно тогда начался процесс формирования современной этнической идентичности гагаузов. Были заложены основы формирования гагаузской интеллектуальной элиты, которая, согласно сталинским теориям, должна была стать реальным проводником советской идеологии. В этот период формировалась историческая память гагаузского народа, а научные исследования его истории и этнографии до сих пор играют важнейшую роль в формировании его национального самосознания. Одновременно с началом процесса обучения на гагаузском языке возникла идея создания болгаро-гагаузской автономии на юге Молдавской ССР. Инициатором этого проекта был Ион Мещерюк. Мещерюк направил несколько писем генеральному секретарю КПСС Никите Хрущеву о необходимости создания на юге Молдавской ССР автономного государственного образования, в состав которого вошли бы населенные пункты с преобладанием гагаузского и болгарского населения. На самом деле идея советского историка была старой. Она появилась еще со времен гражданской войны в России, когда коммунисты пропагандировали идею создания Буджакской республики на юге Бессарабии. Мещерюк разработал план, включающий ряд мер и 6 направлений деятельности, направленных на обеспечение формирования и функционирования автономного региона. Первый – административное объединение населенных пунктов, где проживало, в частности, болгарское и гагаузское население, которые находились в составе Молдавской и Украинской ССР, и создание болгаро-гагаузской автономной Советской Социалистической Республики. В состав автономии должны были войти около 50 населенных пунктов с административным центром в городе Болграде. Второе. Создать благоприятные условия для развития болгарской и гагаузской культуры, включая открытие новых школ с преподаванием на этих двух языках. В Кишиневе также должен был открыться филиал педагогического университета с преподаванием на гагаузском языке, где бы готовились необходимые кадры для преподавания в школах. Также в этом направлении руководство МССР должно было облегчить доступ гагаузов и болгар в структуры партии и государственного аппарата. Третье. Создание при молдавских филиалах Академии наук СССР Болгаро-Гагаузского научного института, в котором будет изучаться история, язык, культура и экономика на двух языках. Обеспечение всех книжных магазинов учебниками и политической литературой, а также издание в Кишиневе 2 ежедневных газет на болгарском и гагаузском языках. Четвертое. Предоставление статуса официальных языков региона. Пятое. Открытие в Кишиневе радиоцентра, который должен был вещать на болгарском и гагаузском языках. Значительная часть предложений, сделанных Мещерюком, была реализована, однако самое важное из них, а именно создание болгаро-гагаузской автономии, не было реализовано. Кроме того, что вышеуказанные положения применялись только к гагаузам из Молдавской ССР, но не к гагаузам из Украинской ССР. В населенных пунктах Южной Бессарабии, входящих в состав Украинской ССР и населенных преимущественно гагаузами и болгарами, не было введено преподавание болгарского и гагаузского языков в школах. Коммунисты заявили, что это решение было принято после обсуждения украинских властей с детьми, родителями, директорами колхозов, местными партийными лидерами и местной администрацией. Они высказались за сохранение обучения на русском языке. Более того, болгарский и гагаузский языки даже не были включены в вариант выбора в качестве второго языка. Попытка возрождения родного языка гагаузского народа натолкнулась на множество препятствий, поскольку не было учтено, что гагаузский язык окончательно не кодифицирован. Литературные нормы еще не сложились, а преподаватели не имели необходимой подготовки в специальных областях языка. Все эти недостатки сильно затрудняли учебный процесс, а уровень обучения был очень низким. Уже через год Центральный аппарат Коммунистической партии Молдавии выразил свою озабоченность тем, как велось преподавание в школах с гагаузским языком обучения. В этих неблагоприятных условиях, начиная со 2
семестра 60-61 учебного года было прекращено преподавание на гагаузском и болгарском языках, а все 38 школ перешли на русский язык обучения. Новый удар по гагаузам был нанесен в мае 1961 года. Коммунистические власти расформировали Болгаро-Гагаузский научный институт Академии наук МССР, открытый всего 2 годами ранее для изучения истории, языка, культуры и экономики на родных языках. После провала политики возрождения гагаузского языка и культуры процесс русификации гагаузов был непрерывным и добровольным. Несмотря на то, что гагаузы фактически могли выбрать молдавский язык в качестве языка обучения, в школах 95% гагаузов на территории Молдавской ССР учились на русском языке, поскольку он считался языком межнационального общения в Советском Союзе и официальным языком православной церкви. Русский язык стал для гагаузов родным. Знание русского языка давало гагаузам значительные преимущества в социально-экономическом продвижении, а также позволяло им занимать важные посты в административных и партийных структурах. Все это привело к процессу ассимиляции гагаузского населения. Если по переписи населения 1979 года 95,7% гагаузов МССР считали гагаузский язык своим родным, то в 1989 году этот процент снизился до 91,2%. Это снижение произошло за счет русского языка, который в 1989 году считали родным 7,4% гагаузов Молдавской ССР в сравнении с 3,2% в 1979 году. Другим явлением, вызванным интенсивным процессом русификации, стало заимствование слов или выражений из русского языка и принятием их в качестве составной части гагаузского языка. Масштабное внедрение новых технологий, а также школа оказали разрушительное воздействие на гагаузский язык. Начиная с 1970-х годов советские власти развернули широкую кампанию по ликвидации неграмотности, направленную прежде всего на русификацию нерусских народов в составе Советской империи. Этот процесс происходил на нескольких уровнях. Вначале он появился в колхозах, школах и библиотеках, а затем выполнение образовательной миссии было возложено на радио и телевидение. Во всех гагаузских населенных пунктах были открыты школы, где дети учились в средних или старших классах, в техникумах или профессионально-технических училищах СПТУ. Наиболее способные из них отправлялись в Кишинев или Тирасполь, где поступали в вузы. В 6-8 десятилетии 20 века число гагаузов среди студентов вузов увеличилось в 32 раза и составило около 3,5% от общего числа студентов, поступивших в вузы МССР. Кроме того, в гагаузских населенных пунктах, как и в других населенных пунктах Союза, были организованы вечерние школы, а работники колхозов были обязаны посещать курсы для получения дипломов 8 и, соответственно, 10 классов. Также были открыты библиотеки, в которых люди могли найти книги только на русском языке, что еще больше способствовало русификации гагаузов. С 6-го десятилетия в гагаузских селах появилось радио, а десятилетием позже – телевидение. Социологическое исследование того времени показало, что в 70-е годы 54% гагаузов смотрели телевизор, 49% слушали радио и только 16% читали литературу на русском, а не на гагаузском языке. Это еще больше способствовало процессу русификации, особенно среди молодого поколения, которое уже даже не изучало родной язык, приняв русский в качестве родного. Повышение грамотности населения создало достаточно сплоченную местную элиту. В 70-е и 80-е годы 20 века значительно активизировалось развитие гагаузоведения, основоположниками которого были Степан Курогла и Мария Маруневич. Были проведены многочисленные исследования материальной и духовной культуры гагаузов Бессарабии. Академия наук Молдовы организовала экспедиции в населенные пункты, где проживали гагаузы, в ходе которых была собрана богатая информация о материальной и духовной культуре гагаузов Бессарабии. Материалы были опубликованы в статьях и монографиях. В 1987 году для удовлетворения потребностей гагаузов в культурной, научной и образовательной сферах был создан отдел гагаузоведения Академии наук МССР.
Сотрудники отдела организовали ряд экспедиций в Запорожскую область Украинской ССР, в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, в населенные пункты Юго-Советской Молдавии и в Одесскую область, а также в населенные пункты с гагаузскими сообществами в зоне Эдирне в Турции и в Добрудже в Болгарии. По материалам, собранным в ходе этих исследовательских экспедиций, написано несколько научных статей и докторских диссертаций. В результате полевых исследований специалисты установили, что практически во всех исследуемых населенных пунктах гагаузы были ассимилированы большинством населения, а их язык и традиции сохранились только среди пожилых людей. Друзья, это был 10-й выпуск Nocta Life History, который мы проводим совместно с доктором истории Штефаном Бежуном. Увидимся в следующем выпуске через неделю. До свидания.